Я продолжаю писать карту дня на 7 июля. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли сейчас на видео, а вам нужны первые 6 знаков, это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев и Дева, тогда вам нужна первая часть. Здесь вашего знака не будет. Как ее найти? Под этим видео внизу я оставила ссылку для вас. Там написано ссылка на первую часть. Нажимайте, переходите, и там вы найдете свой знак. Смотрим весы, 7 июля. Змея, первое событие. Конверт, получение. Застолье, бокал. Неприятность. Надежда. Надежда на разрешение неприятности. И разлука, чемодан. Так, значит, смотрим, что у нас здесь еще по периметру. Есть еще книга «Посещение госучреждения». Здесь нет. Лебедь есть, верность. Здесь нет, нет и нет. Значит, смотрите, что у вас получается. Общение со змеей, да, то есть это человек, от которого лучше держаться подальше, потому что может язвить, говорить что-то неприятное. Дальше, посещение госучреждения, получение чего-то. Возможно, в госучреждении вы получите какой-то документ, справку, бумагу, как вариант. Дальше, может быть застолье, какая-то неприятность, надежда. Временная разлука, расставание с кем-то или встреча, наоборот, после долгой разлуки. Возможно, еще сборы, да, чемодана. То есть, если, например, куда-то уезжаете, тоже чемодан может выпадать, да, собираете вещи. И гармоничные отношения в паре. Ну, если, конечно, пара есть. Вот такие события для вас. Весы на пятницу. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. Седьмое июля, пятница. События дня. Любовь выпадает у вас в пятницу. Знакомство, если нет отношений. Застолье. Может быть, свидание рядом с сердцем. Будильник. Будильник показывает, что этот день может быть у вас как-то распланирован по времени. Либо будильник намекает на то, что его нужно распланировать, чтобы все успеть еще, потому что вы можете что-то не успеть. Победа. Тайную встречу нельзя.
колебания, сомнения, выбор. Или. Вот такие будут в этот день. Обман и получение прибыли. Успех. И змея. Общение со змеей. Так, смотрим теперь дорогу нельзя. Здесь нет, здесь нет. Нет. Ну, периметр я для вас не вижу совпадений. Получается, точно хорошо все будет в личной жизни, любовь. Может быть, какая-то вечеринка, застолье, события в этот день. Будильник предупреждает, следите за временем. Также будет у вас успех в делах, победа. Прибыль будет. Это вот из плюсиков. Вы будете стоять перед выбором в этот день. И из минусов выпадает обман, маска. Да, то есть, когда вас пытаются обмануть. И змея. Это общение с людьми, от которых вообще лучше держаться подальше. Да, то есть, они общаться с ними. Могут, допустим, завидовать вам, да, то есть победе, успеху, как вариант. Ну, реже, конечно, выпадает, это может быть человек по году рождения, змея, например, да, или может быть по характеру, да, то есть как бы ничего вам плохого не делает, но по характеру такой характер немножко есть ядовитый, змеиный такой, вот может быть еще так. Самое главное тут вот постараться избежать обмана в пятницу. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Смотрим стрельцы. Седьмое июля. Пятница, стрельцы. Свидание, первое событие. Роза. Якорь нельзя. Гости. Может быть, приятная встреча. И общение с друзьями. Да, и застолье. У вас такой день больше похож на выходной. Застолье, гости, общение с друзьями, свидание. Да, то есть про работу ничего. Подарки. Подарок. Как будто это выходной. Здесь нет. Получится, смотрите, 5 событий, да, то есть одно лучше другого. Роза показывает приятная встреча, свидание, чашка, гости, общение с друзьями, застолье и подарки. То есть, возможно, будет какое-то событие, потому что, да, вот много карт указывает на то, что будет какое-то событие с гостями и подарками, да, то есть застолье, и, возможно, там будут ваши гости. Ой, ваши друзья, ваши гости, говорю. Так что вот так. Для вас, видите, показала какое-то мероприятие. Расклад показал. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Так, смотрим. Козероги. 7 июля, пятница.
События дня. Не хотят вам ничего показывать. Напросилась, называется, печаль. Сильные переживания. Успех. Кровать нельзя. Деловая встреча. Застолье. Нерешенный вопрос. Цепочка еще есть. Так, а где у нас ножницы? Одна половина, вторая половина, недалеко. Нерешенный вопрос в пятницу не решится, и решение еще далеко до этого вопроса показывает. Так, значит, смотрим, что получается. У вас, возможно, вот как раз не решение какого-то вопроса и вызовет вот это разочарование, да, то есть печаль выпала. То есть у вас, получается, из плюсов может быть встреча и будет успех. То есть один вопрос решится успешно, а один вопрос не решится, и это вызовет разочарование. И застолье еще может быть этот день тоже. Так что вот такая информация для вас. То есть плюсик и есть минус. Ну, опять же, да, то есть рано или поздно любые вопросы решаются. Просто еще, видимо, не пришло время. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к водолеям. Смотрим, водолеи. 7 июля, пятница. События дня. Печаль. Вы можете быть чем-то расстроены, разочарованы в пятницу. Причем прям вот первое событие, это может быть прям с утра. Какой-то сложный выбор. Да, то есть, возможно, два варианта, знаете, вот, очень тяжело будет выбрать. Да, то есть и прощание со вторым вариантом вызывает прям сильную печаль. Деловой разговор. Госучреждение. То есть, скорее всего, что разговор будет в каком-то госучреждении. Общение с друзьями, поддержка друзей. Удача. Свидание. Либо приятная встреча с друзьями. Шарики нельзя. Конфликт.
Ну, кстати, тоже вот может быть, да, конфликт и как следствие разочарование. Ага, и еще есть нерешенный вопрос. Нерешенное дело. Так, смотрим, ножницы, видите, по периметру находятся. Да, то есть, ну, по диагонали друг к другу. В принципе, их можно было бы объединить, да, то есть, если бы они лежали в одной линии. То есть, буквально тут чуть-чуть осталось до решения этого вопроса. Карты подсказывают. Значит, смотрите, что в этот день. Событий много. У вас может быть посещение госучреждения в этот день. Ну, или какой-то контакт, звонок, может быть, допустим, деловой разговор. Вы стоите перед выбором в этот день. Вам будет сопутствовать удача, общение с друзьями, приятная встреча. Это вот все как бы плюсы. А из минусов показывает, что может быть конфликт с кем-то и разочарование. Или же нерешенный вопрос, да, то есть тоже может вызвать разочарование. Тут сложно сказать. Ну, либо, в принципе, одно и другое событие тоже как бы настроение не добавит. Поэтому здесь вот так. Ну, вопрос какой-то не решится. Так что вот будьте к этому готовы, да, морально. Он решится, но, скорее всего, что уже вот, наверное, на следующей неделе. Потому что осталось чуть-чуть, подсказывают карты. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу я к рыбкам. Рыбки. Смотрим, что у вас. 7 июля. Так, что мне тут перевернулось? 7 июля, пятница. События дня для рыбок. Книга. Посещение госучреждения. Застолье. Ключ. Все в ваших руках. Неприятность. Ну, в том числе, да, то есть и неприятность можно избежать, скорее всего. Исполнение желания, цветок. Так, смотрим, здесь карты нет, здесь нет, победа. Дальше здесь нет, нет. И нет, получается у вас в этот день много хороших событий. Смотрите, победа, ключ, да, то есть это какие-то возможности, открытые двери. Ну, благодаря, в принципе, ключу вы достигаете победы. Исполняется желание. Посещение госучреждения, ну, возможно, как раз в этом госучреждении будут победы. Застолье, да, то есть отмечаете это дело. И единственный, да, вот минус – это неприятность в этот день. То есть какая-то может быть мелкая неприятность. Но опять же, если есть ключ, то карта всегда показывает, что в ваших руках ее избежать. Да, то есть вот не допустить ее. Поэтому надо быть просто внимательнее, осторожней. Возможно, день пройдет без неприятностей. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.